Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события среды. Курс эндуро. Меня здесь научил инструктор, обучил правильно всему, как правильно вообще садиться, изготовка. В Российском университете спецназа имени Владимира Путина впервые запустили курс по экстремальному вождению. Бизнес в новых условиях. Очень хороший опыт мы извлечем из данного форума. Практическая сессия объединила экспертов и представителей бизнеса для обсуждения актуальных вопросов внешнеэкономической деятельности. На скорость и выносливость. На максимальном пульсе, когда кровь бьет адреналин, нужно на полной скорости соединить вот эти металлические разъемы. Лучшие команды Северокавказского федерального округа борются за звание сильнейших в пожарно-спасательном спорте. Развитие малого и среднего бизнеса остается одним из ключевых факторов устойчивого роста экономики. Поддержка инициативных предпринимателей и признание их достижений становится важной частью этой работы. В Чеченской Республике учреждена премия «Предприниматель года». Она станет еще одной возможностью отметить лучшие предпринимательские проекты республики. Подробнее Рабиат Гайтиева. За каждым успешным бизнесом стоят люди, которые создают новые рабочие места, запускают производство, развивают сферу услуг и, как итог, вносят вклад в экономику региона. Впервые в субъекте их достижения будут отмечены на самом высоком уровне – на премии «Предприниматель года Чеченской Республики». Это первый масштабный конкурс такого плана для предпринимателей Чеченской Республики. Мы будем выявлять лучших в 19 номинациях, плюс будет еще несколько специальных номинаций. Мы выявляем лучших предпринимателей Чеченской Республики, представителей чеченской нации в Российской Федерации, кто лучше себя проявил, у кого лучший бизнес и дал больший социальный эффект, и лучшего предпринимателя в мире по праву рождения чеченцам. Главная цель – поддержать бизнесменов, чей труд способствует продвижению предпринимательской культуры и показать, что сильный бизнес является одной из основ развития региона. Наши партнеры – это Министерство национальной политики в лице Ахмада Дудаева. И, в принципе, нам сказали, что любая поддержка, которая необходима от госорганов, от представителей власти, нам будет обеспечена. Стать участником премии может каждый предприниматель, соответствующий условиям конкурса. Для этого достаточно перейти на сайт премии95.рф, заполнить заявку, рассказать о своем проекте и выбрать до 2 категорий для участия. إشتا بوخ ليلو شادقة предприниматель شوقا حابين عرزوا تتصدو إشتا سقيقا بو نوختي جواها يوخي يتر صوديقا خوشكا وبريميو دايولين предприниматель года إشتا участвует директор бойлой. Победителей определит независимое экспертное жюри, среди которых и вице-премьер правительства, министр по национальной политике, внешней связи, печати информации Ахмед Дудаев. Победители получат именные статуэтки и дипломы. Заявки на участие в премии принимаются до 15 августа текущего года. А имена победителей назовут уже 12 сентября, основываясь на конкретных бизнес-показателях и достигнутых результатах предпринимателей. Рабиат Гайтиева, Амир Абдулажиев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошла практическая сессия торгово-промышленной палаты, посвященная внешнеэкономической деятельности, экспорту и импорту в условиях меняющейся мировой экономики. Участники обсудили, какие инструменты помогают предпринимателям успешно работать с зарубежными партнерами. О новых возможностях в сфере бизнеса узнаем у Рамазана Буева. Неформальное общение, живой диалог и максимум полезной информации. Все это объединила практическая сессия «Внешнеэкономическая деятельность со всем миром в условиях геополитической турбулентности». Встреча собрала местных предпринимателей, занимающихся импортом и экспортом. Мы видим, что происходит, какое санкционное давление на нашу страну оказывается, и как в этих реалиях, в этих условиях правильно работать. Будет рассказано про логистические, таможенные различные условия, как завозить правильно какое-то технологическое оборудование на Российскую Федерацию, какие таможенные могут быть
сложностей и как их избежать. В числе спикеров эксперты практики из самых разных сфер, от международной логистики и сертификации до юриспруденции и бизнес-консалтинга. В своих выступлениях они подчеркнули важность развития экспорта и импорта как ключевых драйверов экономического роста. Мы хотим привести яркий пример Чеченской Республики, то, как иностранный инвестор на базе новых технологий, на базе технологий, соответствующих всем международным стандартам, открыл в Чеченской Республике предприятие. В качестве одного из примеров производятся катетеры и коронарные стенты по европейской технологии. Среди участников сессии представители ведущей сети автозаправочных станций «Лидер». На сегодняшний день она насчитывает 31 АЗС, и компания планирует масштабировать свой бизнес за рубеж. Выступление спикеров очень доходчиво, очень раскрыто показывают всю информацию по логистике, по выходу на зарубежные рынки. Вот. Я думаю, очень хороший опыт мы извлечем из данного форума. Руководитель российско-турецкой группы компании AK Group Адиль Акаву более 30 лет занимается внешнеэкономической деятельностью. Сегодня он знакомит аудиторию с потенциалом Турции как ключевого торгового партнера и возможностями интеграции логистических потоков через транспортный коридор Север-Юг. Мы сегодня здесь, группа экспертов, собрались для того, чтобы рассказать и показать вам, поделиться своим практическим опытом, как работать на рынках различных стран, как правильно заниматься импортом и экспортом, как оптимизировать в рамках российского законодательства ваши расходы. Ключевыми темами обсуждения стали цепочки поставок, изменения в таможенном регулировании и возможные риски при импорте. Эксперты представили практические кейсы и обсудили, как бизнесу эффективно адаптироваться к новым реалиям. Ну и умный документооборот, уведомления о доправке, это больше, наверное, для удобства, для работы, чтобы не пропустить какие-то документы. Это все идет подсветка в личном кабинете, чтобы вовремя отчитаться. Здесь бизнес получает не только актуальную информацию, но и эффективные инструменты для снижения рисков при реализации международных проектов. Организатором практической сессии выступает торгово-промышленная палата при поддержке Министерства экономического и территориального развития. Встреча еще раз доказала, глобальные перемены на рынках – это не только жесткие вызовы, но и уникальное окно возможностей для тех, кто готов объединять усилия и действовать на опережение. Рамзан Абуев, Александр Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Успех компании сегодня определяется не только профессиональными достижениями, но и доверием клиентов. Именно мнение потребителей легло в основу премии, которая впервые проходит в Грозном. Лауреатами стали лучшие представители регионального предпринимательства. О победителях и особенностях конкурса Лимда Жамалдинова. Здесь строят маршруты, смотрят фотографии. В очном формате премия 2GIS в Грозном проходит впервые. Это способ сказать спасибо лучшим компаниям города. По поводу долгожданного события в зале собрались представители регионального предпринимательства. Номинации этого года – красота, еда, проживание и здоровье. Сервис справочники карты города, который вот уже 27 лет помогает пользователям ориентироваться в городе. Вот, 2GIS представлен по всей нашей необъятной стране, также и в ближнем зарубежье, 7 стран. Главное отличие этой награды от большинства других – полная прозрачность. Здесь нет тайных голосований или закрытого жюри. Результат формирует сам потребитель. Конкурс охватил все города страны. Компаниям не нужно было подавать заявки или проходить кастинги. Достаточно просто качественно выполнять свою работу каждый день. Математический алгоритм геосервиса сам посчитал, куда жители и гости Грозного прокладывали маршруты чаще всего. В Чеченской Республике приложением активно пользуются более 220 тысяч человек. Для жителей и туристов это возможность в один клик выбрать ресторан или отель. А для локального бизнеса важнейшая площадь для здоровой конкуренции. В частности, в первую очередь, это статус для компании. То, что федеральная компания 2GIS как бы избрала победителем в конкретной номинации конкретную компанию в нашем городе. Ну и плюс в самом сервисе 2GIS получается, эта компания будет иметь такую как плашку премия 2GIS, что является гарантом качества, что позволяет пользователям легче, быстрее принять решение в пользу именно этой компании. Борьба за признание в текущем году огромная. В шорт-лист финалистов вошли 45 номинантов, ну а заветные статуэтки получили лишь 22 абсолютных лидера. В церемонии награждения на первый план, конечно, выходит красота и эстетика. Один из лучших в номинации стал салон «Луналик». Ну а среди категории здоровья профессиональное признание
название получила и клиника «Аймед». Мы стали победителями в этой важной номинации. Мы очень благодарны всем нашим пациентам за их теплые слова, поддержку, внимание. Без них эта победа была бы невозможной. Мы обещаем и дальше заботиться об их здоровье с теплом и профессионализмом. Спасибо, что выбираете «Аймед». Номинация «Еда», без которой невозможно представить ритм Грозного. Особый повод для гордости продемонстрировал ресторан «Гриль Хаус». Секрет их сервиса кроется в людях. С самого момента основания заведения руководство полностью исключило текучку кадров. Самое главное, наверное, это работа моего персонала. Без них мы не добились бы таких высот, таких результатов. Те стандарты, которые мы заложили изначально, они у нас не меняются. Я, хотя сама и являюсь 30-кратной чемпионкой мира, сколько получала наград, но то, что вот среди своих гостей, гости, которые постоянно приходят к нам, и вот в течение 7 лет я одних и тех же лиц вижу постоянно. Яркую победу одержало и культовое кафе корейского стритфуда «Чико», ставшее настоящей точкой притяжения для грозненской молодежи. Во-первых, хочу сказать, что это заслуга нашей команды. Это результат их труда, который они проделывают каждый день, их забота о гостях, их любовь к своему делу. И отдельное спасибо нашим гостям. Вот благодаря им, их отзывам и их рекомендациям мы сегодня здесь. Сегодня здесь отметили компании, которые каждый день делают город удобнее. Уже в ближайшее время специальные цифровые отметки лучших среди лучших появятся в электронных карточках всех лауреатов. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. За последние годы в республике все большее развитие получают проекты, работающие по принципам исламского финансирования. Но успешный бизнес – это не только финансовые показатели, но и доверие клиентов, надежные партнерские отношения и постоянное стремление к развитию. Компания «Халим», работающая в сфере исламской рассрочки с 2018 года, за это время прошла путь от небольшого проекта до одного из узнаваемых брендов в своей отрасли. Очередным этапом ее развития стало открытие нового современного офиса. С открытием Медина Мударова. Стильный дизайн, просторный зал и абсолютный комфорт для каждого посетителя. Это новый современный офис. Организация объединяет десятки профессионалов и более 300 партнеров, включая крупнейшие федеральные бренды. В этих стенах созданы все условия для того, чтобы услуги исламской рассрочки стали еще доступнее и удобнее для тысяч жителей нашей республики. Халим. За годы работы этот бренд стал одним из самых узнаваемых в сфере исламской рассрочки, объединив партнеров по всей стране. Начиналось все с одного сотрудника, но за годы организация выросла до компании, которая привлекла более 30 тысяч клиентов и создала 35 рабочих мест. За каждым достижением стоит кропотливый труд команды и доверие клиентов, отметил основатель Абу Мухаммад Халимов. Я и себе представить не мог в далеком 2018 году, когда я в одиночку основал эту компанию, что все это превратится вот в такие масштабы. Также хотел бы отметить, что республика является очень благоприятным плацдармом для нас, для предпринимателей среднего и малого бизнеса. И с такими условиями неудивительно, что наши бизнесмены растут, масштабируются. Более того, наши коллеги из других регионов хотят сюда приехать, здесь открываться. Таким образом, по воле Всевышнего, альхамдулилля, сегодня мы достигли того, чего уже достигли. Компания помогает клиентам приобрести товары и услуги на условиях, соответствующих нормам исламского финансирования. Преимущество такого формата – это возможность совершать крупные покупки, не нарушая религиозных принципов. Отсутствие скрытых процентов и прозрачность сделки делают рассрочку востребованной у тысяч людей. Я искренне убежден, что любая большая история начинается с одного человека. Но в историю она входит благодаря людям, которые однажды решили стать частью ее. У нас также были такие люди. Были люди, которые поддерживали нас тогда, когда у нас не было большого офиса. Были партнеры, которые поверили нам тогда, когда у нас не было большого имени. Были клиенты, которые рекомендовали нас своим родным. Были инвестора, которые доверили нам свои средства. И сегодняшний день именно заслуга каждого из них.
Торжественное открытие уже второго офиса собрало опытных предпринимателей, блогеров и клиентов. Для нашей компании это важно. Мы сотрудничаем с ними порядка уже 3 лет. И тот рост этой компании «Халим», которую они сейчас показывают, он молниеносный, я могу сказать. Потому что сейчас то, что он сейчас будет внедрять вот, с этого месяца, это намного упрощает жизнь нашим клиентам. Наши клиенты могут оперативно, быстро себе взять любую вещь с рассрочкой, отсрочкой на 3 месяца, на 6 месяцев, где-то без наценки переплат, где-то с минимальной наценкой. Просто поэтому «Халим» рассрочка прям молодцы, я считаю. В этот день также чествовали тех, кто внес весомый вклад в развитие общего дела. Благодарственные письма вручили не только сотрудникам, но и верным партнерам, представителям мебельных салонов, специалистам по монтажу и витражным конструкциям. Атмосферу праздника поддержали и яркие розыгрыши призов. Собравшиеся высоко оценили значимость проекта. Офис очень шикарный, мы только что его посмотрели. Мне кажется, как они хотели альтернативу банкам дать, в принципе, и офис ничем не уступает самым даже крупным банкам в России. Поэтому офис очень крутой, и условия тоже, как бы я и партнером являюсь Абу Мухаммада, поэтому условия одни из лучших тоже на рынке. В первую очередь мероприятие было очень интересное, такое душевное, без каких-то больших размахов, но все равно очень душевно, очень атмосферно и очень приятно, что пригласили. А касаемо исламской рассрочки, считаю, что никакую другую в нашей республике мы и не можем рассматривать при условии, что сами условия этой рассрочки очень даже демократичные и прекрасно подходят нашим людям. Для клиентов и партнеров двери нового офиса теперь открыты официально, а команда готова к реализации самых амбициозных планов, продолжая укреплять деловые связи и помогать жителям республики в реализации их целей. Офис находится в Грозном по адресу Авторханова, 16А и ждет своих клиентов. Медина Мударова, Магомед Басаев и Сайтели Мампукаев. Вести, Чеченская Республика. Другим темам. Уверенное управление мотоциклом требует не только практических навыков, но и серьезной подготовки, дисциплины и строгого соблюдения техники безопасности. Именно на этом строится обучение, которое сегодня становится все более востребованным. В Российском университете спецназа имени Владимира Путина запустили курс по эндуро. О новой программе подготовки в сюжете Лейлы Муртазовой. Хочешь научиться управлять мотоциклом? Тогда Российский университет спецназа имени Владимира Путина ждет тебя. На базе впервые стартовал курс эндуро. Так как в рамках СВО данное транспортное средство активно применяется, для ротации личного состава на позициях, так и для подвоза продовольствия, боеприпасов, для эвакуации раненых, соответственно, мы не могли остаться в стороне и точно так же начали широко внедрять данное транспортное средство в подготовке наших специалистов, наших бойцов. Старший инструктор Паша Асмаев, который у нас является чемпионом мира. Также он принимал неоднократно участие в специальной военной операции, то есть опытный специалист. Им разработанная программа сейчас внедряется именно как для обучения личного состава, который задействован при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Обучение начинается с теории. За 3 часа начинающие мотолюбители изучают основы управления и технику безопасности. Затем 12 часов практики. Курс рассчитан как для гражданских лиц, так и для военнослужащих. Приобретенные навыки помогут им эффективно справляться с боевыми задачами. Первый алчухую матигал хак амдер. Так ласавайт цунис хак чахуда диез. Подъем хулили, спуск хулили, так за препятствия преодолеть ешь хулили. Иштметя, таки шалазаться войч. Так юшо экипировки, хую ез матигал галяш худа диез. Отунгалат сухой хар духалер курс. На специально подготовленной пересеченной местности обучающиеся отрабатывают прохождение подъемов, спусков, поворотов и различных препятствий. Учатся сохранять контроль над техникой. Одним из тех, кто решил освоить эндуро, Хасан Джамильханов. До этого у него никогда не было опыта в управлении мотоциклом. А сегодня он уже уверенно справляется с бездорожьем. У меня это первый опыт. Меня здесь научил инструктор. Обучил правильно всему, как правильно вообще садиться, изготовка, как заводить, как правильно с ним работать, выжимать сцепление и правильно переключать скоростя и работать плавно газом. После этого, как я прошел 2-3 дня с ним именно обучение,
я уже начал более-менее прям становиться сам и потихоньку уже ездить. Особое внимание на курсе уделяется технике безопасности. Перед выходом на трассу участникам выдают защитную экипировку и проходит инструктаж. Мотоциклы используются с разным объемом двигателя, что позволяет постепенно освоить технику от базового уровня к более сложному. Обучение проходит на горных мотоциклах китайского производства. Техника предназначена на равнинную местность. Курсанты уверенно учатся управлять и быть готовым к любым препятствиям. Инструкторы намерены расширить направление. В перспективе запуск курсов по эндуро для подростков в возрасте от 14 до 17 лет и дальнейшее совершенствование программы подготовки. Лейла Муртазова, Шамсади Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Профессия спасателя требует не только мужества и самоотверженности, но и отличной физической подготовки, скорости реакции, безупречного владения профессиональными навыками. Именно эти качества демонстрируют участники соревнования. В столице стартовал Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России, собравший более 120 сотрудников МЧС со всего Северного Кавказа. Ахмед Рамазанов подробнее. Вместо привычной сирены – оглушительный выстрел стартового пистолета. В Грозном стартовал Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России. Более 120 лучших сотрудников главных управлений МЧС со всего Северо-Кавказского федерального округа собрались, чтобы доказать, на Кавказе живут и служат самые быстрые и выносливые спасатели. Физическая подготовка – это основа и залог успешного выполнения тех задач, которые стоят перед сотрудниками МЧС России. Прежде всего, слова благодарности руководству Чеченской Республики, руководству Главного управления за ту работу, которую они сделали по организации этого мероприятия. Я уверен, что данные старты дадут новый импульс развитию пожарно-спасательного спорта в Чеченской Республике. На повестке дня одна из самых технически сложных и непредсказуемых дисциплин – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Сразу после старта на скорости спортсмен должен буквально перелететь через глухой 2-метровый забор. Без упора, без страховки, только сила собственных ног и выверенный толчок. В руках у каждого 2 пожарных рукава весом более 5 килограмм. С этим грузом нужно взлететь на узкое деревянное бревно. Бег по нему требует филигранного баланса. Спортсмены МЧС преодолевают этот отрезок на такой скорости, будто законы гравитации на них просто не действуют. Главное коварство 100-метровки – это не забор и даже не узкое бревно. Самое сложное – финишный отрезок. На максимальном пульсе, когда кровь бьет адреналин, нужно на полной скорости соединить вот эти металлические разъемы. Чуть промахнулся, потерял секунду. На этих соревнованиях это разница между золотом и вылетом из турнира. А на реальном пожаре время – это цена спасенной человеческой жизни. Сами спортсмены высоко отмечают уровень организации турнира. Современная спортивная база и горячая поддержка трибун помогают обновлять личные рекорды. Но за пределами беговых дорожек соперничеству уступает место профессиональному братству. такой мостач аводик аулагой шлупай мостана. Тебахкин постоянно в Эцане бороться, здесь соревноваться, здесь Хайо, Ставропольский край, ю Дагестан, ю Кабардино-Балкария, ю Царцане уже на протяжении 3-4 лет каждый год, можно сказать, межрегиональный соревнования выигрывать аж ходов такой давно. Борьба за сотые доли секунды на стадионе продолжится еще несколько дней. Впереди у команд не менее зрелищные этапы. Ну а победитель определится 4 июля на финале соревнований. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Джабраилов, Сайцелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.